сделаем. Он сказал, просто он делает это на глаз и точно не знает, сколько на сколько. Я добавлю столовую ложку уксуса сюда. Уксуса тоже столового, 9%. Будь что будет, да? В принципе, говорят, можно просто даже в воде мыть. Так, я чего-то говорю тихо. Так, ну и перекись водорода. Ну, просто так тоже, наверное, на глаз. А я вообще-то смотрела, я просмотрела в Ютубе, там кто-то даже полностью в перекиси водорода, без воды, без ничего, но я не знаю, какого процента, мыл яйцо просто чисто в перекиси водорода. Так, яйцо, хотела, знаете как, еще, у меня все же идет не по плану. Хотела яйцо штук 10 набрать и положить, а потом быстро зарезать своих гусей, убрать вернее. Но у меня не получилось быстро, яйцо уже... Некоторые яйцо почти месяц как хранится, но не знаю. Вроде бы говорят, когда опускаешь воду, если яйцо не годится, оно будет всплывать. Но они вроде бы тонут. Вот. Посмотрим. Так получилось, что они начались уже все нести. Тогда несли, ну, две гусыни только неслись. Сейчас в день по 4 яйца они несутся. Ну, посмотрим, что с них выйдет. Выйдет. Мы же ни за яйцо, ни за инкубатор платить не надо. Только что за свет, конечно, что инкубатор расходует. Пищит у меня инкубатор, который я включила. Ну, включила еще, как утром проснулась на намаз, включила его. И, как его? Он разогрелся, а сейчас открыла крышку. И он сейчас снова температура сбавилась, и он пищит так. Так, сейчас я постелю что-то. Так, постелим сразу тряпочку, чтобы доставать их отсюда. И давать им высохнуть. Так. И вы знаете, у меня квочка лежит, наверное, уже тоже месяц. Вот надо было мне ее давно перенести, а то уже цыплята были. И с этой квочкой сегодня хочу разобраться. И семена тоже посеять. И мне нужно еще сегодня успеть к 3 часам пойти к стоматологу. Так, не умею сидя ничего делать, но ничего. Вот так вот. Будем надеяться, что у нас гусята выведутся. У меня был еще пенопластовый инкубатор. К сожалению, у меня... Так получилось, что там кусочек оторвался, но вроде бы Джабраил говорит, можно что-то с ним придумать. Надо будет и этот инкубатор. Опять, видите, вот действительно все в руках Всевышнего. Не собиралась в этом году ничего выводить, собиралась сама покупать их. Ну, куплю, думаю, и утят, и гусят, и цыплят, чтобы не возиться с этим инкубатором. Да дело в том, что не то, что возиться, я и сейчас вот переживаю. Вы сами знаете, что я часто жалуюсь, что у нас выключают электричество. Вот чисто даже из-за этого, потому что в прошлом году у меня 150 штук яиц, уже оплодотворенных, уже нормальных, с птенцами, пропало, потому что у нас 3 суток не было света. И я рассердилась действительно вот тогда и дала себе слово, что не буду выводить, не буду свои нервы тратить. Потому что выключают свет, приходится как-то их утеплять, бегать. У меня был аккумулятор для машины, ставила, и его не хватало. Вот эта проблема у нас в селе постоянно. И каждый год... И уже сколько, последние 3-4 года, думаю, нет, вот этим летом куплю себе генератор. Но не получается. Что теперь поделать? Делать нечего. Как есть. Выведутся, выведутся. Если наша судьба, если как бы должны будут они выведаться, то они выведутся. Если нет, то значит пропадут, да? Не будем отчаиваться. Лишь бы мы были живы и здоровы, а и цыплят, и гусят, и все остальное можно и купить, и еще раз положить. Все, ничего страшного. Так что вот так вот. У нас сегодня такая погода сырая, можно сказать. Утром небольшой такой моросня небольшая была. Ну, сейчас немножко прояснилось, но все равно не так хорошо. Так, сегодня так и не перебралась. Вчера на кухню, не знаю, что-то как-то вот
пока я обед приготовила, пока убрала, потом пока ужин приготовила, время прошло. Мне надо, чтобы как раз сегодня Джабраил дома, сейчас карнизы, чтобы он мне прибил. Не нравится мне эта шторку, которую перешили для меня. И с этой тюлью у меня такие проблемы. Лучше бы я действительно купила новенькую. Ни копейки не сэкономила из-за того, что вот перешила ее. Но это могло только со мной случиться. Поехала за тюлью, которую отсюда, мы заказали, оставили у нее для пошива. На второй день она позвонила мне и сказала, чтобы я забрала тюль. Я поехала забирать тюль. И взяла вот именно тюль, которую нужно на кухне перешивать. Забрала ее, чтобы она мне сразу перешила. Я к ней зашла. Я говорю, вот 1,90 м мне только нужна длина. Вы мне отрежете, пришьете ленту для крючков. И на дверь я у нее выбрала шторку. И на дверь шторку мне сделаете. Хорошо. Вы немножко походите, я сделаю. А мне как раз нужно было купить карнизы на кухню. Я пошла туда за карнизами. Прихожу, пакет стоит уже готовый с моими шторами. И что вы думаете? Я иду к маршрутке. А у нас тут в Кантышево 2 дороги. Одна новая, одна старая, одна новая считается. Мне ближе ездить по новой. И маршрутки у нас такие: 1 и 2. Если на 1 попасть, то мне нужно почти 800 м однозначно идти пешком. А 2 у нас бывает крайне редко. Кто живет в Кантышево, по 2 тем более это прекрасно знают. У нас эта проблема прямо с открытия этой нашей дороги. Что 2 нет, что их очень мало, редко приезжают, люди бедные стоят. Это проблема такая. Я, короче, с этими карнизами, с шторами, да у меня еще что-то, по-моему, в сумке еще что-то было, не помню. Гречку я покупала. Короче говоря, я с этими сумками прихожу на остановку. И как раз, обычно не бывает, мне никогда повезло, чтобы там увидеть маршрутку, попасть на маршрутку, которая там на отправке, или чтобы там хотя бы была она. Приходится всегда ждать, или только она уехала, или приходится ждать. А тут увеличивается маршрутка, и я говорю, ой, как хорошо, что 2. Они говорят, что 2 это хорошо, говорят, но мест нет. Нет, я говорю, я хоть стоя поеду, потому что до следующей, чтобы наполнилась еще одна маршрутка, это очень долго приходится ждать. Я сажусь в эту маршрутку, и что вы думаете? У меня 1,5-метровые 2 гардины, эти карнизы, я не знаю, как их называть. Мне пришлось, две женщины встали, чтобы я зашла, чтобы я эти карнизы как-то устроила, чтобы они не мешали. Потом там, молоденький, лет 13, наверное, пацан был, мальчик. Он уступил место, мне так неудобно. Еле, короче, уселась. И сижу, она обелечила, вернее. И смотрю, что-то я вот заглянула в себе в пакет, а этой тюли нет, которая в кухню. Ой, и что теперь делать? Мне же неудобно, я с таким трудом уселась. Сейчас снова выходить? Нет. Я не вышла. Мне стало неудобно от пассажиров. Я доехала до своей остановки. Вызвала Ибрагима. Я говорю, приди, пожалуйста, забери сумки, я еду обратно в Назрань. И вы не представляете, я думала, маршрутка-то сразу снова вернется, но до конечной доедет и вернется обратно в Назрань. Куда там? Я как раз Ибрашка пришел, я говорю, через какое время он приедет? Ой, мама, говорит, он будет долго, пока, говорит, снова не наберутся ему. Ой, пассажиры, говорит, он не выедет. Если не разбила. Разбила. Вот так вот заговорилась. Они скользкие очень. И вот, значит, уже у одного не судьба вывестись. Короче говоря, я простояла минут 30-35. А погода такая сырая. Прям вот холодно, замерзла. На такси было, если честно, жалко денег. Потому что 200 рублей такси туда. Я утром поехала на такси. За эти 200, за 400 рублей я бы новые шторы купила. Это однозначно. Это что-то, действительно, если деньги от тебя должны уйти, они уйдут любым способом. Экономь их, не экономь их. Короче, простояла минут 30-35. Маршрутки так и не было. Едет такси. С пассажирами. Я поднимаю руку, таксист останавливается. Это считается у нас попутное такси. Они берут наполовину меньше. Короче, заплатила 100 рублей, поехала.
забрала эту свою тюль, вернулась обратно. И вот считайте, за пошив этой тюли и полотна для двери, она у меня взяла там 300 рублей вместе с лентой. Вот, 300 рублей. 100 рублей на такси. Ну, я буду считать лишние, которые я потратила. За другой шторой все равно мне надо было ехать. 100 рублей за такси. Это 400. 40 рублей обратно. 440. Все. Приехала. Вечером смотрю, что-то разбираю эти шторы. Вы можете себе представить? Эту тюль она мне не отрезала. Мне нужно было ее оставить 1,90 м, лишнее отрезать и пришить ленту. Она мне ее оставила как есть и пришила ленту туда. Представляете? Это могло только со мной случиться. Вчера я снова эту тюль отдаю сюда, к нам, к нашим швеям тут рядом со мной. Я чуть в обморок не упала. Я не думала, что просто вот снова отрезать и зашить будет так дорого. Потому что за 300 рублей мне в Назрани пошили на на тюль и на полотно. Она ее отрезала, пришила, там, считайте, 300 рублей. А тут она мне говорит, за эту работу тоже 300 рублей. Вот и считайте, где я выиграла. 700 рублей где-то не обошлась эта шторка. А так я купила сюда тюль по 400 рублей за метр. Если бы я купила 2 метра туда, даже если по 400 рублей, и то бы только 800 рублей, и была бы у меня такая нормальная, красивая тюль туда. Вы представляете? Сейчас я не уверена даже, пойдет ли она там, потому что настолько там некрасиво все получилось. Но повешу, если пойдет, оставлю. Нет, так придется все равно новую тюль покупать. Вот так вот. Вот, значит, скупой. Я говорю, вот что значит скупой платит дважды. Переплатила, получается, за ерунду. Вот такие случаи тоже бывают. Особенно у меня. Так, ну вот, яйцо помыла. Теперь оно будет сушиться. Я тем временем подготовлю эти, вот эти вот контейнеры для того, чтобы посадить что-то. И я хочу сделать еще такой мини-парничок, наверное. Вернее, не я попрошу Джабраила, чтобы он сделал. Жанна, вот моя подруга, которую я покупаю семена, она говорит, да не надо тебе их дома сажать, эту рассаду, сделай маленький парничок и прямо в землю. Но я все боюсь, потому что никогда такого не делала. Я попробую так, немножко сюда и немножко туда, как-то пополам поделю и сделаю. Так, я вчера просила Ибрагима купить маркер, но вряд ли он мне купил. Сейчас надо будет его спросить, а он уже уехал учиться, на учебу вернее. Так, ну вот, друзья. Яйцо мое уже высохло, вернее, гусиное яйцо. Сейчас будем укладывать сюда инкубатор. Знаете, нет, вот именно гусиное яйцо инкубировать, выводить именно гусят удобнее было с пенопластовым. Я его пока сюда заложу и попробуем починить все-таки тот. Он мне нравится больше по-другому. Там такое огромное яйцо. Такие вряд ли помещаются.
Так, значит, одно яйцо не помещается. Вот такой вот делаю как бы муляж яйца, чтобы они не шатались. Вот так вот. В ряд не помещается. А место остается немножко. Нужно его заполнить, чтобы они плотно стояли и не падали. Таким вот. Или губкой, или вот как я салфеткой. Так, второй ряд теперь будем укладывать. Вначале тоже надо будет положить бумагу. Так, ну вот, друзья, первую эту мы наполнили. Здесь 45 яиц у меня поместилось. Не очень хорошо работает тут поворотное устройство у него. Яйцо тяжелое. Угу. Вот. Хочу посмотреть поворотное устройство тоже заказать. Надо будет. Не очень хорошо работает. Но осталось еще 3 яйца. Я даже не знаю. Класть эти 3 яйца. Если бы я их не помыла, я бы, наверное, их сейчас не положила. Такая вторая сетка. Ну вот, пока положу. Все. У меня давно этот инкубатор, конечно, лет 8 однозначно. Дело брала, тоже пользовалась. Ну вот все, немножко тут, видите, окошки у меня у них. Ну, посмотрим, друзья. Запишем теперь, что 9 марта мы заложили гусиное яйцо. Так, Ибрагим, не знаю, купил или нет, трубку не берет. Видимо, у него уроки, маркер. А маркер мне нужен. Нашла у Аишки чемоданчик, Аишки не забирала свой с этими своими карандашами, фломастерами. Ну, вроде бы пишет. Хотя бы на первое время, чтобы записать что-то как. Все, пригодился, и Аишкин чемоданчик оставленный здесь у нас. Так, что я не могу закрыть. Все. Теперь будем делать дырочки. Так, ну что, теперь займемся семенами. Так, значит, я сюда налила водички и вот такой вот эпин. Несколько, ну, капель 7-8, наверное. Ну, пол кубика. Здесь было миллилитр. Пол-миллилитра на литр воды добавила. Так, теперь грунт у меня вот такой вот. Ну, сейчас перевернуто стоит, цветочный, но он еще и универсальный для выращивания всех видов цветов. Отдельно для рассады не было, но вот такой вот универсальный для цветов. Парень мне сказал, что он годится. Посмотрим. Я вам еще раз скажу, что я большой знаток именно в рассаде. Как-то посадить и вырастить прямо в грунт еще более-менее. Вот этим делом я не очень-то люблю заниматься. Так, значит, ну вот так вот дырочки сделаны. Я надеюсь, видно. Вкладываем грунт сюда. Он такой влажненький.
У меня стоит уже 2-3 дня в комнате, так что он комнатной температурой. Грунт не холодный, конечно, если с улицы занести, его нужно, конечно же, прогреть. Вот так вот утрамбуем. Никого учить не буду, потому что я не профи, опять вам повторюсь. Ну, что знаю, что, вернее, что делаю, покажу просто. Вот. Еще немножко утрамбуем, чтобы было куда расти. Вахел. Так. Все. Ну, грунт влажный, мне кажется. Ну, немножко все-таки вот так вот. Вот. Теперь я семена не принесла, принесу семена. Давайте побольше в плошке, наверное, что-то побольше, которое посадим, да, семена? Так, 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 так. Так, значит, я перчатку не сниму, я не смогу. Я вот так вот написала: цветная капуста, брокколи. Но я капусту буду немного сажать просто пока. Потом ее можно будет действительно посадить уже и в грунт. Сейчас немножко посажу, чтобы как только станет тепло, можно было ее вынести. Так. Ну вот буквально эту плошечку, вот то, что я сейчас в руки взяла, семена, посею как-то в разноброс, даже вряд ли буду ее сеять. Все. Остальное мы оставим. И заодно посмотрим сразу же и на схожесть семян. Кто его знает, да? Они же здесь теплички быстрее, как бы мини-теплички вырастут. Так, я не вижу. Вроде бы я видно, да, что я там делаю. Вот видите, вот так вот написала брокколи. Вот, все. Ой, не присыпала землей. Конечно, все. Вот мой из меня какой агроном. Все. Так, буду перчатку делать. И немножечко присыплю землей вот так вот. Все. Придавлю. Вот не умею ничего делать в перчатках. И сейчас бы руками все делала, если бы мне не надо было идти к стоматологу. Так, и снова вот так вот. Водичка с эпином. Все. Вот теперь действительно все закрыли и поставили. Так. И дальше вот так вот займусь остальными. Это брокколи. Так, это цветная капуста. Тоже вот так вот рассыплю просто. Все равно потом пикировать. Тоже. Так. Вот так вот. Ну все, друзья. Дальше не буду вам отнимать ваше время. Вообще-то меня мои подписчицы просили рассказать, как я открыла канал. Ну, потом как-нибудь вам за каким-то делом нужно это рассказывать, чтобы не просто сидеть, а делать что-то и рассказывать, как я открывала канал и что дальше. В принципе, можно было бы и сейчас. Ну ладно, как-то сегодня не такое настроение у меня.